Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Аллах Та'аля в Коране говорит: «О те, которые уверовали, не вредите себе, не притесняйте себя». И перед этими словами Аллах Та'аля говорит, что перед Всевышним есть 12 месяцев. Среди этих 12 месяцев Творец выделил 4 месяца и назвал их запретные месяца. И как раз один из запретных месяцев является месяц Раджаб. Сегодня мы с вами раскроем тайну этого месяца. Месяц Раджаб – уникальный месяц. Этот месяц назван месяцем Творца, месяцем Всевышнего. Представьте себе человека, состоятельного человека, могущественного, такого солидного человека, который может многое. И тут он говорит: возьмись за эту работу. Возьмись за эту работу, и я сам по своей щедрости тебя вознагражу. Всевышний Аллах в Коране также и говорит: о те, которые уверовали, выделите этот месяц вашими благими деяниями. Благодеяниями приблизьтесь к Творцу, постарайтесь стремиться к Его довольствию, делайте добрые деяния, и таким образом вы получите вознаграждение от самого Творца. Приведу вам пример из истории. Один из руководителей позвал человека и говорит: мне нужно, чтобы ты сказал своим друзьям, близким, нужно поставить руководителя в один колхоз. Но этот колхоз был настолько проблемным, что никто не хотел встать у руля этой организации. Он пришел к друзьям, близким, к родственникам, сказал, что попросили возглавить это заведение, эту фирму, но никто не взялся. Не хочу, не буду. В итоге он пришел к руководителю и сказал, что нет, никто не взялся. Хорошо, говорит, хорошо. Я им дал шанс. Тогда ты будешь руководителем у руля. Ну как же так? У меня опыта нету, я еще молодой. Я тебе помогу. Я тебе помогу, от тебя только нужно желание и старание. Так и получилось. Этот человек описывает свой карьерный рост. Поработав немного там, да, было тяжело, но я набрался опыта, он говорит. Потом мне дали другую работу, другую возможность. И в итоге он по своей карьерной лестнице достиг таких вершин, о которых даже и не мог мечтать. И он говорит: благостью и главной заслугой моего нынешнего состояния, он говорит, было то, что я решился. Я постарался, я сделал то, что в моих силах, чтобы попробовать. А мне уже потом помогли. То же самое Всевышний Аллах Та'аля нам помогает. Он дает нам возможность. Вот, Всевышний говорит: есть запретные месяца, используйте этот шанс, делайте благие дела, пользуйтесь этой возможностью, и Всевышний сам вам поможет. За каждый пост в эти дни, особенно в месяц Раджаб, Аллах Та'аля дарует нам искупление наших грехов. За каждый пост, за каждое подаяние, за каждую молитву, за каждое прославление Всевышнего, Всевышний нам увеличивает благости, света, благодати в нашей жизни. И Он дает настолько щедро, что человек и его жизнь, и все его окружение заполняется этим светом. Поэтому, дорогие друзья, не притесняйте себя, забыв о благости этого месяца. Не обделяйте себя от милости этого месяца. Пользуйтесь моментом. Делайте добро в этот месяц, и Всевышний вам увеличит многократно это обещание Творца. Пусть Аллах Та'аля каждого из нас удостоит чести как можно больше делать благих деяний, как можно больше приблизиться к Творцу и получить Его несметное воздаяние, блага, радость и счастье
в обоих мирах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.